Наиболее развитой и привлекательной для инвестиций отраслью в нашей стране на сегодняшний день является туризм. Ежегодно нашу страну посещает более 1 миллиона туристов. Официально в республике зарегистрировано здравниц и гостиниц более 450. Только за прошлый год в эту отрасль было вложено 6 миллиардов рублей. Инвестиционный климат Абхазии, какой он? Готовы ли иностранные инвесторы открывать бизнес в Абхазии? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Грани». Каждый инвестор думает о своей безопасности. Под безопасностью я понимаю как защиту от возможного давления на инвесторов со стороны криминала, так и защиту от возможных коррупционных проявлений со стороны государственных чиновников. Вариантов размещения в Абхазии множество, от небольших коттеджей, кемпингов для семейного отдыха на морском берегу до многоэтажных отелей у водопадов. По данным самого популярного сайта по бронированию гостиниц Booking.com, в прошлом году Абхазия предлагала более 200 средств размещения. Отели Абхазии не имеют официальной классификации, но открывшийся 2 года назад в городе Новый Афон отель Гранд Отель Афон с легкостью тянет на 4 звезды. Почему я рассказываю именно об этом отеле? Все просто. Это совместный инвестиционный проект абхазского предпринимателя и российского инвестора. Саид Званбай – успешный абхазский предприниматель, реализовавший в Абхазии ряд интересных проектов. А именно этот, о котором дальше пойдет речь, обошелся в 160 миллионов рублей. Такого формата проекты, они проводятся, как правило, с участием иностранных инвесторов. В данном случае это наши друзья, которые нам верят, нам доверяют и готовы были с нами участвовать в этом проекте. Слава Богу, все довольны. Процесс идет, работа идет. Продолжаем дальше развивать эту сферу. По мнению специалистов из Абхазского союза туризма, из-за кризиса российские инвесторы в последнее время меньше вкладывают свои денежные средства, что негативно сказывается и на показателях инвестиционной активности Абхазии. Люди уже с опаской смотрят и на любое вложение средств куда-либо, потому что им надо на что-то жить. И они смотрят на то, как быстро эти средства вернутся, и вернутся ли они вообще. У нас сейчас очень мало заинтересованных с большими деньгами, то есть от 30 миллионов и выше, это очень редко люди интересуются вложениями, скорее всего, до 30 миллионов, и, скорее всего, это гостиничный какой-то отельный бизнес. В то же время есть и позитивные примеры. Новый инвестиционный проект Саида Званбая со своими российскими партнерами под патриотичным названием «Родина». Здесь будет отель уровня 3 звезды со всей необходимой инфраструктурой и парковой зоной на 1,5 гектара, который примет гостей уже в 2020 году. Ну и изюминкой станет большой бассейн в виде рояля. Порядка 250 миллионов рублей вложено в новый проект, из которых 117 миллионов инвестиционных. Масштабы проекта, конечно, впечатляют. То, что воплотится в жизнь уже в 2020 году, удивит не только гостей города, но и всех жителей республики. До запуска «Родины» в полном объеме остается всего лишь 1 летний сезон. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что подобного проекта в Абхазии еще не было. Реализация нового инвестпроекта, она вообще очень спонтанно получилась. То есть было предложение, были свободные деньги. Чтобы они работали, было принято решение вложить их в Абхазию совместно. Вот работаем в этом направлении. Конечно, сложно представить, что через год вместо всех этих зарослей и руин здесь будет современный туристический комплекс. Обещаем, что наша команда вернется сюда ровно через год, для того, чтобы убедиться, что невозможного в этой жизни нет, лишь бы было желание. К сожалению, сегодня, я говорю о субъективной практике, тут идет личное отношение, личное доверие, и вот только на этом все и держится. И если бы у нас была бы возможность подпитывать это доверие и отношение государственной поддержкой со всех сторон, то было бы намного легче.
было бы продуктивнее. В 2015 году при Министерстве экономики страны было создано Государственное инвестиционное агентство. Его создание связано с необходимостью систематизированного сбора информации об инвестиционном потенциале страны и предоставления инвесторам наиболее наглядных механизмов реализации проектов, а также контроля по их воплощению в жизнь внутри Абхазии. Основные цели и задачи инвестиционного агентства определены уставными документами инвестиционного агентства. Это обеспечение условий по привлечению инвестиций в экономику Абхазии, содействие защите законных прав инвесторов, информирование и консультирование инвесторов по различным вопросам. Туда могут входить вопросы юридического характера, экономического характера, любые другие, с которыми сталкивается инвестор при осуществлении деятельности в Абхазии. Самые первые вопросы, конечно, это безопасность бизнеса. Безопасность бизнеса, она же бывает разная. Одна безопасность бизнеса, которую можно застраховать, это потери физические, а другая часть, наверное, самая сложная и самая важная, это законодательная система, насколько она развита, насколько соблюдаются законы, насколько здесь инвестор будет защищен именно в плане того, что если вдруг возникнут какие-то вопросы именно с судами, либо законными претензиями или незаконными претензиями на данный бизнес. Государственное инвестиционное агентство обладает широкими полномочиями для установления прямого конструктивного диалога без посредников между государством и бизнесом, оказание практической помощи инвесторам по принципу одного окна, по взаимодействию с органами государственного управления с целью быстрой и адекватной реакции на инвестиционные предложения. Безусловно, существуют проблемы, которые сегодня есть на территории Республики Абхазия. Это вопросы правоприменительной практики, вопросы безопасности. Но в этом смысле, наверное, стоит сказать, что такие вопросы и такие проблемы существуют на самом деле везде. Просто где-то есть более выгодные условия и менее выгодные условия при осуществлении инвестиционной деятельности. И в этом смысле нам нужно совершенствовать и законодательство, и совершенствовать вопросы консультирования инвесторов и помогать им при осуществлении предпринимательской деятельности здесь. Потому что сегодня в мире очень высокая конкуренция за инвестиции, и нам нужно совершенствоваться в этом смысле весьма серьезными темпами, скажем так. Для того, чтобы подготовить программу об инвестиционном климате Абхазии, вся наша команда искала инвесторов, которые открыто бы рассказали бы о всех плюсах и минусах ведения бизнеса в Абхазии. Но из тех, до кого мы дозвонились, на открытый разговор согласились лишь двое. О первом герое я рассказала выше, о Саиде Званбае. Второй герой – наш соотечественник из Турции, ныне проживающий в Абхазии, Джамал Званба. К сожалению, из-за языкового барьера с самим Джамалом нам поговорить не удалось. Но на все интересующие вопросы нам ответил его представитель. Фруктис является одной из первых организаций, которая построила тепличный комплекс в Ачемдинском районе в селе Аракич. Тепличный комплекс состоит из 2 гектаров земли. Объем инвестиций тепличного комплекса составляет $3,2 миллиона. Сегодня в теплице работают 30 человек. За сезон, который длится около 8 месяцев, в теплице собирают минимум 600 тонн томатов. В ближайшие планы руководства предприятия входит выращивание разных видов зелени и бахчевых культур. Например, в сельском хозяйстве мы считаем, что на самом деле здесь поле не пахано. То, что называется. То есть здесь, конечно, надо обратить внимание все-таки на те культуры, которые произрастают у нас, именно могут произрастать в Абхазии. Не сажать картофель и яблоки, а сажать именно те культуры, которые у нас произрастают. Лет 5 назад приходили люди, которые хотели именно посадить что-то, цитрусовые какие-то, сделать переработку. Но, к сожалению, из-за того, что у нас, опять же, в информационном поле стали появляться негативы про то, как мы обходимся со своими инвесторами, людьми, которые вкладывают сюда деньги, люди стали пропадать и исчезать. Для инвестора должно быть понятно, какие налоги он должен платить, в какие бюджеты, каких уровней и как ему это надо сделать. То есть на сегодняшний день, к сожалению,
В этом присутствует значительная путаница. И даже если вы посмотрите на результаты налоговых проверок юридических лиц, то подавляющее большинство нарушений в налоговой сфере на сегодняшний день, оно не связано с умышленным уклонением предпринимателей от уплаты налогов, а с неверным пониманием и неправильным трактованием тех или иных норм законодательства. И поэтому законодательство должно быть максимально упрощено. То есть нормы, которые связаны с платежами различными в государственный бюджет, они не должны иметь какого-то двоякого толкования. Они должны быть четкие, ясные, понятные на всех уровнях. И, разумеется, тоже важный момент – это различные налоговые льготы. То есть в данном случае у нас имеется мировой опыт, когда различные государства на стадии своего развития предоставляли потенциальным инвесторам значительные налоговые прослабления, налоговые льготы. Разумеется, государство теряло какую-то прибыль на тот момент, когда они вводили эти льготы, недополучали каких-то платежей в бюджет и так далее. Но серьезное государство, оно всегда должно быть нацелено на будущее, то есть на то, какие дивиденды принесут эти вложения этих лиц в будущем времени. Через 3 года, через 5 лет, в каких-то странах через 10 лет они приносили серьезные дивиденды. То есть сначала надо дать возможность окрепнуть бизнесу, чтобы он активно заработал на территории Абхазии, и в дальнейшем уже через какое-то определенное время пожинать плоды их деятельности. Вот я знаю, что у нас есть в законе об инвестициях статья о государственно-частном партнерстве. Очень часто про этот закон спрашивают инвесторы, потому что это одна из гарантий того, что бизнес будет защищен. Крупный бизнес в основном. Это то, что большие предприятия, переработка, сельское хозяйство и все остальное. В соответствии с законом об инвестиционной деятельности в отношении преференциальных проектов предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от налога на прибыль и налога на имущество на срок до 8 лет. Данный закон принят в 2014 году и предусматривает различные виды льгот для инвесторов. Однако к этому закону имеются серьезные нарекания. Главные проблемы этого закона заключаются в том, что он нацелен, во-первых, только на крупный бизнес. То есть надо вносить определенные изменения в законодательство, которые расширят круг преференций, которые дадут возможности вкладываться в Абхазию не только представителям крупного бизнеса, но и среднего бизнеса, мелкого бизнеса, что, разумеется, будет способствовать развитию экономики и в целом развитию инвестиционной деятельности на территории республики. Зван Баджимал своим примером показал инвесторам зарубежным, что можно инвестировать в эту республику, заниматься сельским хозяйством, так как вы освобождены от основных налогов. То есть это налоги, какие налоги на прибыль и НДС, соответственно. И он этим привлек иностранных инвесторов. Что касается данного бизнеса, то есть в сельском хозяйстве, мы, в принципе, не столкнулись, то есть не было у нас проблем. То есть нам, наоборот, помогали, то есть что со стороны, скажем, со стороны Министерства сельского хозяйства, различных госструктур, то есть там они шли навстречу. Что касается туристической сферы, то, по мнению предпринимателя Саида Званбая, существующие льготы для крупного бизнеса недостаточны. Существует определенная форма, скажем, такого льготного подхода по налогообложениям, освобождают частично от некоторых видов налогов, что, собственно, конечно, помогает где-то в развитии, но все равно этого недостаточно. Вот в этом бизнесе этого недостаточно. У нас ярко выраженная сезонность, мы работаем 100 дней в году. Этого недостаточно для того, чтобы запустить проект, вернуть деньги, вернуть займы, оплачивать кредиты, платить налоги, платить зарплаты. Все очень накладно получается. То есть, грубо говоря, если бы мы работали бы хотя бы 2/3 в году, было бы намного легче. Так как у нас ограниченное количество времени в году,
приходится как-то вот чуть-чуть растягиваться. Инвестиционным агентством вот буквально недавно реализованы две, на мой взгляд, важные инициативы. Создан реестр инвестиционных проектов, в которые будут помещаться те проекты, которые осуществлены на территории Республики Абхазия, или они должны быть осуществлены. Инициаторами проектов это граждане Республики Абхазия, которые изъявляют желание осуществлять бизнес. И вторая идея – это вот создание проектной команды, в задаче которой будет входить сопровождение инвестиционных проектов на территории Абхазии. И каждый из сотрудников, который входит в состав проектной команды, в соответствии с компетенцией центрального органа государственного управления, который он представляет, будет оказывать поддержку инвестору при осуществлении тех или иных проектов на территории Республики Абхазия. Инвестор, который сюда приходит, должен, конечно, быть подготовлен. Вот, либо приходить к профессионалам, юристам, обращаться в юридические конторы. Ну и нам тоже нужно быть осторожны с инвесторами. Нам нужно смотреть, кто же к нам приходит, какие к нам приходят инвесторы, что они хотят здесь построить. То есть не бросаться в омут с головой, если нам люди принесли деньги, то мы не должны хлопать в ладоши и радоваться, что ура, нам деньги принесли. Надо узнать, что это за человек, откуда у него вообще эти деньги появились, как он будет ими распоряжаться дальше, заключать абсолютно все договора. Абхазия обладает огромным инвестиционным потенциалом, а задача государства – создать комфортные условия для ведения бизнеса. Успешные примеры реализации инвестиционных проектов в Абхазии есть, но для того, чтобы наша страна преобразилась, этого недостаточно. Впереди еще много работы. С вами была Рената Шакая.